В январе 2014 года в силу вступили изменения и дополнения в законе о воинской службе. Защищать Родину теперь не только престижно, но и выгодно. Подробности в сюжете Елизаветы Кочетовой. Ежегодно молодые люди призывного возраста являются в военкомат для прохождения комиссии. Имея на руках заключение с диагнозом «годен», они обязаны приступить к службе в рядах российской армии. Для тех, кто имеет высшее образование, появились новые возможности. Выпускникам высших учебных заведений предоставлена возможность выбора или прохождения военной службы 1 год по призыву или 2 года по контракту. Граждане, имеющие высшее образование, имеют право выбора. Молодые люди, поступая на контрактную службу после окончания института, могут материально помогать своей семье. Заработная плата военнослужащих колеблется от 30 до 110 тысяч рублей. Граждане, не отслужившие или уклонившиеся от призыва, получают военный билет особого вида. Гражданин, не прошедший действительно военную службу, не имея на то законных оснований, не может избираться народным депутатом, не может проходить службу в муниципальных органах, в государственных органах. Это означает, что если молодой человек планирует в дальнейшем работать в государственных или муниципальных органах власти, то служба в армии неизбежна. И прежде чем откосить, как говорится, 7 раз отмерь. Гражданин после армии имеет право учиться на бесплатно подготовительных курсах. 40 вузов страны распахнут свои двери для контрактников, отслуживших не менее 3 лет. После успешной сдачи вступительных экзаменов они зачисляются на бюджетные места. Все переживают, волнуюсь. Больше из-за того, что в какие войска хочу попасть. Военно-морской флот. Спецназ, там, ВДВ. Сейчас они улыбаются, смеются, скрывая волнение и переживания. Кто-то хочет попасть в воздушно-десантные войска, а кому-то по душе военно-морской флот. Уже завтра они приступят к службе на границах России. Ясно одно – государство действительно заботится о будущем защитников нашей страны.